В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии Юлия Великодная. Здравствуйте. Автодорога Абалах, участок протяженностью 9 километров, открыт для проезда в Мегино-Кангаласском районе. Рабочие места, стоимость жилья и развитие детей. Чем живет поселок на стыке Якутии, Амурской области и Забайкальского края. Записка, оставленная 30 лет назад, нашла своего адресата. Гора в Якутии бережно сохранила все буквы послания. Деньги на пожарную безопасность. Какие районы Якутии в списке финансирования? Музыкальный спектакль в постановке петербургского хореографа «Балет-сказку «Снежная королева» показали в Якутске. Обрели дом, но пока без хозяина. Брошенные собаки будут зимовать в тепле. Чиновники построили будки для четвероногих. Участок автодороги Абалах в Мегино-Кангаласском районе открыт для проезда. Более 9 километров построено в рамках нацпроекта. Абалах начали строить 20 лет назад. Автодорога проходит от села Мая через Мегино-Кангаласский, Чурапчинский районы и обеспечивает самый короткий выход на федеральную трассу Колыма и региональную дорогу Амга. Протяженность составляет 133 километра. На этой дороге построено 70, осталось еще 63. В следующем году запланировано строительство 6 километров, а к 2021-му дорога дойдет до села Бютейдях. Напомним, президент России Владимир Путин накануне на заседании правительства поднял вопрос о дорогах в Якутии. После доклада министра транспорта Евгения Дитриха глава государства поинтересовался у него, какова ситуация с дорогами в нашей республике и в соседней Магаданской области. Между тем утвержден график открытия сезонных автозимников через Лену. Ледовая переправа Хатасы-Павловск откроется 25 ноября для автомобилей до 3 тонн, 20 декабря до 20, 28 декабря до 30, 6 февраля до 40 тонн. Автозимник Якутск-Нижний Бестях начнет работать 5 января для автотранспорта до 10, 13 января до 20 тонн и 20 января до 30, 5 февраля до 40 тонн. Потратить на гараж 1000 рублей. Как в Якутии за такую сумму сберечь свой автомобиль от трескучего мороза? Можно ли уложиться в такую сумму и главное как, знает Дмитрий Тымыров. Житель Якутска Александр устал тратить большую сумму денег для содержания своего железного коня в зимнее время. Инженер по образованию, долго не думав, решил построить экспресс-гараж из подручных материалов. Вообще гараж выполнен из алюминиевых профилей, которые остались после мебельного производства. Они были никому не нужны, я их забрал. Дальше было двухслойный картон, он опять же оставался у меня на работе после монтажа секционных открывающихся ворот. Я собрал все это воедино и решил сделать... решил сделать гараж непродувайку для того, чтобы ветром не уносило тепло. Потратив лишь 40 минут своего времени, он возвел гараж из картона. Александр говорит, экономия в разы. То есть человек, который просто на утепленной машине на автопрогреве стоит, у него 3 раза за ночь, у нас сейчас при температуре 25 градусов, у него 3 раза за ночь стабильно включается машина на прогрев. Те, кто стоят под Наташей, у них за ночь включается 2 раза. То есть как 2, либо 1,5, если там больше же за ночь так говорить. У меня за ночь пока не включается. То есть я вечером загоняю машину, и до 9 утра она у меня не заводится. То есть эффективность в 1,5-2 раза выше, чем у гаража Наташи, и в 3, иногда 4 раза выше, чем просто стоять на улице. Новый объект во дворе дома соседей разделил на 2 лагеря. Кто-то рад новой идее Александра, а кто-то категорически против. В общем, этот гараж, который так называемый Игнатий, он нас не устраивает. Потому что я считаю, что данное строение, оно незаконно и вообще оно портит наш эстетический вид двора, да? Вы сами видите, что у нас двор более-менее облагораживается с каждым годом, а вот это вот строение, оно нам мешает, портит, так сказать, вид. Впрочем, водители транспортных средств рады за парня. Ведь в нашу холодную зиму машина спасает сократить не только расстояние, но и время. Если помогает, пусть останется, нам вообще не мешает. Если так удобно экономить деньги на бензин и денег не тратил, зачем, пусть останется.
Отличная идея, молодец вообще. Александра, несмотря на плохие отзывы, не расстраивается. Ведь этот объект не будет стоять здесь круглый год. Его можно легко убрать. А вот насчет распространения своей идеи в массы, он говорит, каждый решает сам. Ну, в массы, может быть, это пойдет само собой. Патентовать я это не буду. Если кто хочет, забирайте, патентуйте. Патент вам обойдется намного дороже, чем сам гараж. За него еще платить, скорее всего, этого делать не буду. Ну а время покажет, выдержит ли испытание холодом Игнатий. Суровые зимние холода наступят уже со следующего месяца. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. Переселили из аварийного в новое жилье раньше срока. 32 семьи в Ленске заехали в новые дома. По плану их должны были переселить ближе к Новому году. Радость новоселов разделила Анна Кожевникова. Новые комфортные квартиры в домах, оснащенных в соответствии со всеми современными требованиями, получили 32 семьи в рамках реализации программы по переселению. Обладателями просторной квартиры в этом доме по адресу Орджоникидзе 3/1, корпус 2, стала семья Ивановых с 2 детьми. Долгое время они ютились в тесной однерке на окраине города в полуразрушенном доме. Сегодня семья в полном составе любуется шикарным видом с балкона 8-го этажа. Ну, мы как бы рассчитывали, что к декабрю, а тут даже получилось, что пораньше. Доплат никаких не было. Наша квартира была примерно на 7 квадратов меньше, чем мы получили сейчас. Ну, как вообще радует? Конечно. Это новая квартира, побольше. Вид из окна очень красивый. Конечно, счастливы. Новым жильем семья Ивановых очень довольна. Кухня намного больше, чем в их аварийной квартире. В прихожей можно даже диван поставить. Просторная комната хоть и одна, а балкон 9 метров в длину. Место расположения для молодых супругов тоже удачно. Детский сад Сардаана, куда ходят дети, в соседнем дворе. А прямо внизу клиника матери и ребенка. 32 семьи, получившие новое жилье, рады такому долгожданному событию и благодарны команде, которая в такие быстрые сроки организовала реализацию программы. Особенно пожилые люди. Реализация программа по переселению только началась. Впереди у городской администрации еще самый большой объем работы. Вы помните, у нас по следующему году тоже порядка 11 тысяч квадратных метров аварийного жилья мы должны будем расселить. Сколько домов? Но это порядка 20 домов. Я надеюсь, что мы эту программу сможем реализовать. Всего за 5 лет должны расселить 2100 квартир. В этом году освоили только 10-ю часть – 214 квартир. А с января 2020 года начнется работа со следующим этапом. Адреса домов отдел по переселению уже озвучил и ждет владельцев квартир для подачи заявления на выбор механизма программы. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Поселок Хани расположен в самой юго-западной точке Нерюнгринского района на стыке Якутии, Амурской области и Забайкальского края. От районного центра можно доехать на железнодорожном транспорте, путь займет около суток. Наши нерюнгринские коллеги отправились в Хани и узнали, чем живет поселок. После рождения второго ребенка в семье возник вопрос, как правильно распорядиться средствами материнского капитала. Приняли решение искать квартиру. Были рассмотрены множество вариантов в разных уголках страны. Более того, когда дети подросли, в течение 4 месяцев линники путешествовали, останавливаясь у друзей и родных, изучали рынок недвижимости. Думала, что уже все это практически невозможно сделать за 450 тысяч, приобрести что-то вот в каменном доме. Я уж не говорю про мебель, то есть как бы про ремонт и бытовую технику. Поначалу, когда я увидела объявление о продаже 3-комнатной квартиры с техникой, с мебелью, с ремонтом, я не поверила своим глазам. Да, Нерюнгринский район, то есть это все наш округ, наша территория. И что здесь продаются квартиры по 500 000, такие огромные, упакованные, это просто не верится. Как утверждает Екатерина, в поселке условий для комфортного проживания молодой семьи предостаточно. Во-первых, и детский сад, и школа находятся не в километрах, а в 3 шагах от дома. Рядом и железная дорога, 17 часов в пути, и можно очутиться у бабушки в Нерюнгри. Во-вторых, множество рабочих вакансий. В Хане как раз тот случай, когда работа есть, а работать некому. В-третьих, для досуга детей имеется спортивная секция карате, музыкальная школа и скоро откроется тренажерный зал. Также в 5 минутах ходьбы от дома излюбленное местными жителями озеро, которое зимой превращается в каток. Мы все лето проводим на природе, на свежем воздухе. Дети умеют разводить и костер, то есть мы занимаемся этим. Смотришь на современную молодежь, да, то есть с планшетами, и на своих детей. Я рада,
что мы приняли такое решение и переехали сюда. Жизнь очень насыщенная, экология потрясающая, природа, мест, куда можно выбираться с детьми, очень много. Сейчас молодая семья дружно занимается ремонтом. Хочется отметить, что данный пример является призывом обратить внимание на реальные возможности материнского капитала в Нерюнгринском районе. Сергей Козюр, Александра Цыбикова, Нерюнгри. Поздравление с днем рождения, которое 29 лет ждало своего часа на горе Мусхая в Якутии, дошло до адресата. На днях мы рассказывали о записке, которую обнаружили альпинисты на горе в Аймиконском районе. На тетрадном листочке тогда еще житель Ленинграда написал, что посвящает свое восхождение на гору дню рождения своей дочки Ани Цветковой. Вот выдержка из поздравления. «Желаю тебе, Анютка, крепкого здоровья, счастья, и, быть может, ты будешь здесь когда-нибудь и найдешь записку своего папы». Послание датировано 9 сентября 90-м годом. Наш телеканал обратился к петербургским коллегам с просьбой помочь найти адресата. Интернет-газете фонтанка.ру удалось это сделать. Сегодня со мной случилась удивительная история. Вот такое письмо спустя 30 лет нашло меня. Это поздравление от моего папы мне на 8 лет, которое 30 лет пролежало в горах Якутии в ожидании меня. В то время мой отец был в экспедиции и не мог присутствовать на моем дне рождения, поэтому написал мне такое послание. А в этом году его нашли и передали корреспондентам в Якутии, а те, в свою очередь, корреспондентам Фонтанки.ру. Случайно это дошло до меня, и в результате я о нем узнала. Раньше я думала, такое бывает только в кино. Но нет, чудеса случаются и в реальной жизни. И хоть тебя уже и нет 10 лет с нами. Спасибо, папа. Записка была найдена еще в прошлом году в ходе повышения квалификации альпинистов на горе Мусхая. Об этом телеканалу «Якутия-24» сообщил инструктор-скалолаз Вячеслав Местников. Альпинисты вскрыли записку, но оставили ее на горе в надежде, что дочка приедет и сама заберет послание своего отца. Напомним, что молодой отец посвятил свое восхождение на гору рождению дочери Ани. Она предоставила нам архивные фото своего отца в момент восхождения на гору в Якутии. Это же хорошая новость, как бы, то есть, конечно, хотелось бы, чтобы Аня приехала к нам сюда и сняла записку отца, как бы. Ну, это традиция всех альпинистов, всех скалолазов, которые вот, покоряют вершины. Ну и как-то просьба отца, как бы, что он же надеется, что через некоторое время приедет ее дочка, ну, его дочка снимать записку. Сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Деньги на пожарную безопасность. Какие районы Якутии в списке финансирования? Музыкальный спектакль в постановке петербургского хореографа балет-сказку «Снежная королева» показали в Якутске. Обрели дом, но пока без хозяина. Брошенные собаки будут зимовать в тепле. Чиновники построили для четвероногих будки. В эфире телеканала «Якутия-24» итоги дня. Мы продолжаем. Якутия направит 13 миллиардов рублей на пожарную безопасность. На эти деньги будут построены 43 пожарных депо в районах республики. В перечень закупок входит пожарная автотехника, мобильные средства пожаротушения для общественных объединений добровольной пожарной охраны. Финансировать программу будут за счет федерального, республиканского, муниципального бюджетов, а также внебюджетных источников. Часть средств направят на строительство новых объектов для нефтебаз в поселках Текси, Оленек и Батагай-Лыта. Также построят складские помещения в арктических районах. Программа вступит в силу 1 января следующего года. Мешковый сбор мусора. Региональный оператор «Якутск Экосети» запустил пилотный проект в Автодорожном и Гагаринском округах столицы. Теперь жители частного сектора в этих двух округах могут накапливать свои отходы в мешкотарах, и специализированная машина раз в неделю будет забирать мусор с придворовой территории. Стоимость этой услуги составляет 93 рубля с человека. В планах у компании расширять этот проект и на другие округа города, где есть проблемы вывоза мусора с частного сектора. Это делается для того, чтобы не было несанкционированных свалок в черте города. Конечно, удобно, особенно будет удобно летом. Но сейчас тоже неплохо. Каждый день не вывозить на мусорку туда, в город. В территории частных один раз в неделю вывоз производится одной машиной.
с 2 грузчиками. У нас в неделю обслуживается в настоящее время 4 маршрута. В Алданском детском саду «Ромашка» продолжается реализация проекта «Сенсорное развитие дошколят». Напомним, на Республиканском педагогическом форуме воспитатели представили свои разработки и достижения, и «Ромашка» вошла в 7 лучших садиков Якутии, рассказывает Татьяна Вахнина. «Дождь» – столь поэтично зовется эта флейта. Переливчивый шелест способен сделать звучание мелодии неповторимым. Коллекция инструментов в детском саду «Ромашка» пополнилась, и музыкальные занятия мальчишки и девчонки полюбили еще сильнее. Теперь они пробуют себя в роли композиторов. Музыкальные инструменты по системе музицирования по цветным нотам. Вот. И в данном случае вот мы приобрели перед вами музыкальный инструмент, перкуссионные трубки бумбокс. Музыкальные инструменты – это часть последних приобретений «Ромашки». В детском саду реализуется программа «Сенсорное развитие дошколят», которая предполагает наличие тренажеров и игр, как для психологической разгрузки и активизации мышления, так и для коррекции нарушений. Выкладывать узоры из новой мозаики детвора просто обожает. Каждый узор превращается в настоящую стройку. Дети учатся форму, величину, цвет. Очень полезный такой вот столик. Как бы развивает мышление, пальчики развиваются. В младшей группе очень весело и шумно. Яркие плиты, на которые так приятно наступать, меняют цвет. Шагать и возиться на сенсорном полу детвора обожает. Не меньшей любовью пользуется балансир-качалка «Радуга». Она развивает межполушарные связи у детей с речевыми нарушениями. Сенсорный пол, значит, он меняет цвет, значит, форму. Детям очень интересно, развивается глазомер, память. Проект сенсорного развития дошколят педагоги представили на Республиканском педагогическом форуме. Эксперты оценили опыт высоко. Садик вошел в 7 лучших в Якутии, получив рекомендацию принять участие во всероссийском смотре-конкурсе. Из 42 тысяч садов-конкурсантов Алданская «Ромашка» попала в 1000 лучших. То есть мы предоставили фото и видеоматериалы с описанием нашей образовательной деятельности, которая ведется с детьми, и стали победителями в этом конкурсе. Вошли в 1000 лучших детских садов. В следующем году Алданская «Ромашка» отметит полувековой юбилей. К собственному дню рождения садик приготовит воспитанникам подарок. Сенсорная игровая площадка появится во дворе. Ее обустройство также предусмотрено проектом сенсорного развития дошколят. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Балет-сказку «Снежная королева» показали в Якутске. Сегодня на сцене театра оперы и балета студенты Якутского хореографического училища представили музыкальный спектакль в постановке петербургского хореографа. Продолжит Саргалана Федорова. Через преграды бежит Герда в поисках Кая. Как и в сказке Андерсена, тема человеческого тепла и дружбы, способной противостоять холоду, властолюбию, стала главной в балете. Волшебную атмосферу спектаклю передают фрагменты лучших произведений композиторов 19-20 веков – Грига, Чайковского, Мусорского. В Якутске премьера спектакля прошла еще в 2013 году. Тогда Саяна Егорова исполняла второстепенные партии, а теперь она уже доросла до главной роли. Главную роль мне дали очень даже неожиданно. Я думала, буду стоять в второстепенной главной роли, но не Герда. Мне сказали, что я больше подхожу по характеру, да. А друга Герды, Кая, который предстает и веселым, и злым, отточенно станцевал подающий надежды Иван Матвеев. Но мне сказали, что я буду танцевать Кая, и я начал готовиться к нему, смотреть видеозаписи старые, прежних, кто их исполнял. От каждого по чуть-чуть набрал. Кто-то здесь лучше сделал, кто-то там лучше. И партия Кая, она сложная, эмоционально, нужно меняться быстро. И в самом финале тебе нужно будет разморозиться и показать, чтобы зрителей чуть-чуть пробило на слезу. Зрители побывали в заснеженных улицах датского городка, ледяных чертогах Снежной королевы. Юные артисты смогли увлечь в мир сказки не только маленьких зрителей. Замечательный балет, очень красивые костюмы, все так ярко. У меня ребенок 4 года, девочка, мы с ней пришли смотреть, и ей тоже все очень нравится.
«Снежную королеву» профессор-балетовед Александр Полубенцев ставил в Казани, Воронеже, Уфе. Он стремится развить актерские, технические способности и чувство стиля будущих артистов. И этот балет вполне можно перенести в профессиональную труппу. Этот спектакль «Долгожитель», потому что детям нравится. Они ходят, смотрят, костюмы шьются в Санкт-Петербурге, декорации, видеодекорации тоже это все из Санкт-Петербурга. «Снежная королева» – неотъемлемая часть репертуара якутской балетной школы. Состав исполнителей меняется из года в год. Юные артисты растут, и их партии переходят к другим. Получить даже маленькую роль стремится каждый учащийся. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Особь буревестников впервые обнаружили на территории Якутии в городе Среднеколымске. Орнитолог Института биологических проблем криолитозоны Саран Евгений Шемякин определил семейство птицы по фотографии и ожидает ее для изучения в институте. Он добавил, что Якутия не является средой обитания буревестников. Впервые стая птиц была замечена на Колыме летом. Ближайшая граница маршрута их перелета проходит по Магаданской области. Ранее были залеты на остров Врангеля. По информации ТАСС, замерзающего буревестника обнаружил 11-классник Среднеколымской школы. Сейчас за птицей ухаживают преподаватели и ученики. В минувшие выходные свой профессиональный праздник отметили сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации. Среди тех, кто стоит на страже закона и порядка, не только люди, но и самые верные друзья – собаки кинологической службы. О том, как проходят будни сотрудников кинологической службы и их четвероногих напарников, в сюжете Виктории Бреус. Мы находимся возле вольера служебных собак МВД по Мирницкому району. Это Аська, ее профиль – поиск наркотических средств. Это Демон, он специализируется на поиске взрывчатки. И Бакс сейчас на пенсии, но ранее занимался разыскной работой. Здесь живут враги преступников и надежные напарники кинолога Сергея Богданова. У мирнинских полицейских именно он ответственный за подготовку четвероногих помощников. План их тренировок расписан на неделю вперед. С каждой собакой занимаются индивидуально, отрабатывают команды, поддерживают их физическую форму и обучают поиску по запаху. Сергей занимается с собаками с 2010 года. Несмотря на то, что собаки официально называются здесь спецсредством, сами кинологи считают их коллегами и самыми надежными напарниками. Кинолог должен быть очень выдержанным. Это самое главное, потому что собаки, они как дети. То есть очень приносят много хлопот, очень тяжело их дрессировать. Каждой собаке нужен подход свой индивидуальный. Вот. Поэтому должна быть сдержанность, нервы должны быть всегда в порядке. Одно из постоянных мест работы служебных собак, например, аэропорт. Вместе с сотрудниками транспортной полиции они ищут запрещенные предметы, такие, какие даже современные технологии не могут обнаружить. Собака не должна бояться ни выстрелов, ни каких-то нестандартных ситуаций. Должна быть социализирована, то есть в обществе она не должна проявлять агрессию к людям. С данной собакой мы выезжали в Северо-Кавказский регион, в Республику Северная Осетия, Алания. Там тоже принимали участие с местными сотрудниками по поиску взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов. 10 ноября, в свой профессиональный праздник, полицейские поздравили и своих четвероногих коллег. Говорят, каждый пес получил в награду за службу мясное лакомство. Виктория Бреус, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Но в поддержку бездомных животных госслужащие, министерства и ведомства республики участвуют в благотворительной акции. Они строят своими руками будки для брошенных собак. В каких условиях содержатся четвероногие друзья, узнавала Сусанна Рожина. Социальный челлендж «Дом для друга» запущен в Якутске. Каждый неравнодушный житель города либо предприятия могут придать такую теплую будку для собак в пункт передержки животных. Одни бросают, другие помогают. Это две стороны одной медали. Неравнодушные горожане помогают пункту передержки животных. Кто чем может. Кто-то приносит корм, сено, другие сооружают им теплые будки для зимовки. Здесь содержится более 160 бездомных животных, в основном собак. Тут же есть казначейство, также АТБ, также Департамент экономики администрации.
И вот сельскохозстроительно-коммунальный техникум сегодня вот 2 будки очень хорошие, большие привезли. Вот. Акцию активно поддержало Министерство науки и образования республики и его подведомственные организации – учебные заведения. Ну, данную будку мы делали один день, получается, рабочий, не рабочий, а выходной. В субботу собрались с ребятами, скинулись, купили фанеру, обшили ее полностью, чтобы тепло было. Ну и, надеюсь, она достанется счастливому обладателю. Мы приняли инициативу от Министерства образования и науки. Студенты изготовили 2 будки больших, хороших размеров для больших собак, наших друзей. Помимо крупных организаций и ведомств, будки приносят и обычные жители, которым не безразлична судьба четвероногих питомцев, брошенных на произвол судьбы. Но сейчас по осени очень много брошенных собак и кошек, которые, конечно, очень жалко их. Люди безответственные. Когда мы выдаем собак и кошек, всегда чипируем. Поэтому чипом мы всегда можем найти, кто взял. У нас ведется журнал. В пункте передержки каких только нет собак. Люди выбрасывают на улицы даже породистых, от стафтерьера до далматинца. Единственный выход из этой ситуации, по мнению экспертов, стерилизация, чтобы можно было регулировать численность животных. Сусанна Рожная, Георгий Григорьев, Якутск. Таким мы запомним уходящий день. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.